ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Лед во дворе. Знакомый едва ли не каждому жителю Ухты по весне. А что скажете, если лед во дворе и хозпостройках, а талый лед в погребе и санузле? Именно с такой проблемой обратилась к нам жительница улицы Заречной Людмила Воропаева. Раньше эти дома близ берега реки Ухты топили вешние воды этого водоема. Но в этом году топить начало еще глубокой зимой, в январе, неизвестно откуда. Очевидно, порыв каких-то коммуникаций, но каких именно, никто не знает. Людмила Ивановна сетует. 2 месяца подряд ежедневно звонит во все инстанции, а ВОЗ, точнее лед, и ныне там. Водоканал говорит, не наша вода. Теплосети говорит, не наша вода. База говорит, не наша вода. А чья вода? Грейзер, что ли, у нас забил? Вот. И в результате это уже март-апрель. Вот сколько, 2 месяца подряд воды натекло. Сами видели, вон 70 сантиметров огорода. А посевной Людмила Ивановна говорит с болью в голосе. Как сажать овощи, если грядки просто под слоем льда, замерзшее море? А в теплицах и вовсе импровизированный каток. Потеплеет, будет бассейн. Но и это не самое печальное. Талая вода заливает дом. В туалет пройти можно только по деревянным мосткам, а в погреб вода приходит с невероятной скоростью. С утра ее выкачивают сотрудники управления ГО-ЧС. За полчаса работы насос поднял почти 3 куба воды. И она тут же собирается снова. Люди, пришедшие к Людмиле Ивановне уже 2-й раз, разводят руками. Я по факту, я вот вижу воду, я ее откачал. Устав добиваться правды у ресурсников, Людмила Воропаева и ее соседи решили написать письмо мэру Магомеду Османову. Теперь ждут ответа. Если он не удовлетворит жителей улицы Заречной, они планируют идти в прокуратуру. Вода может и непонятно чья, но портит она имущество определенных лиц. Так что найти виновника этой утечки все же придется, чтобы именно они потом возместили ущерб от незапланированного половодья.